С прошлого года в Алроса проводится специальная оценка условий труда. От ее результатов зависят льготы, доплаты и компенсации по категориям производственной вредности. Поэтому аттестационные карты, заполненные экспертами Клинского института, внимательно изучают в каждом подразделении. Все спорные моменты отражаются в протоколах разногласий. Как идет эта работа в Айхальском ГОКе, расскажет Оксана Мезенцева. Участок хвостового хозяйства обогатительной фабрики номер 8 Айхальского ГОКа. Сотрудники фабрики ведут демонтаж пульповода. Электрогазосварщики работают в экстремальных условиях, в труднодоступных местах, нередко в лежачем положении. При снижении температуры ниже 40 градусов работа с грузоподъемными механизмами запрещена. Единственный, кто способен перенести суровые испытания и выполнить поставленные задачи – это человек. Оборудование замерзает. В данной работе сейчас принимает участие электрогазосварщик, резчик, техника задействована. Данная работа будет выполняться в течение 2 недель, и люди на улице будут находиться 80% своего времени. Специальная оценка условий труда была проведена и на этом рабочем месте, причем в присутствии самих специалистов предприятия. При проведении оценки, как говорят электрогазосварщики, не учли местный климатический фактор и тяжесть труда. Иначе говоря, есть факторы, которые возникают лишь в процессе производства и при этом не являются повсеместными для Крайнего Севера. Мы составили еще фотографию рабочего дня, показать, что какие у нас, как у нас работают люди и в каких условиях они тут занимаются. Также протокол разногласий были составлены, согласованы с профсоюзом и отправлены в Клинский институт для рассмотрения. В промышленности давно разработаны способы улучшения условий труда при выполнении работ по прокладке и демонтажу трубопроводов. Но в северных условиях при ограниченных объемах ремонтных работ приобретение дорогостоящего оборудования будет не всегда экономически оправданным. Пока конкретных результатов проведенной проверки рабочих мест нет. Поэтому сотрудники комбината в целом обеспокоены сложившейся ситуацией. Ни одно собрание хозяйственного актива подразделений Айхальского ГОКа в этом году не обошлось без обсуждения темы спецоценки условий труда. Мы все понимаем сложность этой ситуации. Мы же не можем допустить внезапной потери гарантии компенсации по всему трудовому коллективу. Это касается и подземного рудника, и фабрик, и других вещей. Поэтому я знаю, более того, что в некоторых предприятиях уже засланные казачки работают и начинают будоражить трудовые коллективы изнутри. Есть такая проблема. Могу сказать, что компания не такие проблемы решала. У нас есть колл-договор, и ухудшение жизненного уровня коллектива мы не допустим. Если и будут потери, то мы давайте не назовем их потерями, мы назовем их уточнениями. В любом случае, это все будет завершаться нормативным документом, который принят будет совместно с профсоюзом. Пока о конкретных результатах никто не говорит. Но сотрудники Айхальского комбината, представители различных профессий, считают, что за тот отрезок времени, когда проводилась оценка условий, специалисты Клинского института просто не смогли объективно изучить рабочие места. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телерадиокомпания «Алмазный край».